Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на онлайн-семинаре по теме «Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения, вовлечение детей различных возрастных категорий в ряды ЮИД». Но прежде чем приступить к работе, обращаюсь к вам, дорогие коллеги, если у вас возникнут вопросы, пожелания, предложения, просим писать в чате. Не стесняйтесь своих вопросов и предложений. Нам очень важно знать ваше мнение. Итак, начинаем наш семинар. ЮИДовское движение отсчитывает свою историю с 6 марта 1973 года, когда было принято соответствующее постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с коллегией МВД и Министерства просвещения Советского Союза. Несмотря на все происшедшие в стране перемены, движение ЮИД сохранилось не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья. И на сегодняшний день не утратила своей актуальности, оставаясь одним из самых массовых детских движений в стране. Сегодня отряды юных инспекторов движения есть в каждом регионе России. Более 300 тысяч школьников по всей стране изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП. Участвуют в различных социально значимых акциях и мероприятиях госавтоинспекции. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается одной из актуальных. Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми? Снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Форм и методов профилактической работы в этом направлении много. Но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных инспекторов движения. Сегодня мы узнаем о нормативно-правовых актах, регламентирующих профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательной организации. Чем же занимается отряд ЮИД? Цели, формы работы этого движения, каким образом организовано сотрудничество отрядов ЮИД и Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения и движения МВД по Республике Коми. Ну и как же без опыта работы организации деятельности отряда юные инспектора движения в школах? С нами поделятся своим опытом старшие вожатые школ столицы. В нашей встрече принимают участие следующие эксперты. Курочкин Андрей Михайлович, главный специалист отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Полякова Мария Николаевна, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Коми. Найден Михаил Владимирович, старший вожатый средней общеобразовательной школы номер 21 города Сыктывкара. Малова Татьяна Сергеевна, старший вожатый средней общеобразовательной школы номер 35 города Сыктывкара. Ну что, передаю слово первому эксперту Андрею Михайловичу. Тема выступления – нормативно-правовое регулирование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательной организации. Андрей Михайлович, чем необходимость развития отрядов юных инспекторов движения в республике обусловлена? Пожалуйста. Добрый вечер, участники совещания. Цели и задачи формирования детей и навыков безопасного участия в дорожном движении определены указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, содержащими программные целевые показатели и индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах в России в результате дорожно-транспортных происшествий. В число указанных нормативных правовых актов входят. У нас есть презентация. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года номер 240 об объявлении Российской Федерации десятилетия детства. Дальше. Следующая страница. Распоряжение правительства Российской Федерации 2021 года, новое распоряжение номер 122 об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства на период до 2027 года. Там пункт 110 определен.
Распоряжение правительства Российской Федерации 8 января 2018 года номер 1Р об утверждении стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации и федеральные государственные образовательные стандарты. В развитии стратегии безопасности дорожного движения приняты такие проекты, как национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Это следующий слайд. Есть, да? Нет. Спасибо. Планом мероприятий по реализации федерального проекта предусмотрены мероприятия по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе разработка нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, подготовку соответствующих педагогических кадров, а также уточнение требований к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Организация работы центров по профилактике детского дорожного транспортного травматизма в городах и в республике. В городах более 50 тысяч человек. Это определено проектом. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, автомотовелоклубов и так далее. Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках транспортных средств. Следующее мероприятие – приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Участниками федерального проекта «Безопасное дорожное движение» являются это Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации. В свою очередь, на уровне субъекта Российской Федерации разработаны региональные проекты по безопасности дорожного движения. В Республике Коми программные мероприятия отражены в государственных программах. Это развитие образования. Следующий слайд, да, видно. Спасибо. И развитие транспортной системы. В соответствии с федеральным законом номер 273 ФЗ об образовании Российской Федерации, Минпросвещения России разработаны федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, предусматривает модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающими по профилактике детского дорожного травматизма. В примерных программах на всех уровнях общего образования предусматривается приобщение обучающихся к культуре безопасного поведения на дорогах. Так, примерная основная образовательной программе начального общего образования предусмотрено правовое воспитание и культура безопасности, в частности на дорогах, обучение правилам безопасного поведения на дорогах, призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения. Примерная основная образовательной программе основного общего образования к личностным результатам освоения основной образовательной программы, кроме прочего, относится сформированность ценности здорового безопасного образа жизни, интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. Примерно основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает включение мероприятий по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Методы профилактической работы предусматривают определение зон риска, выявление обучающих, вызывающих наиболее опасения, выявление источников опасений, групп лиц и объектов и так далее, разработку и реализацию комплекса адресных мер, использование возможностей профильных организаций, медицинских, правоохранительных, социальных и других. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающими, а также с проблемами детского дорожного транспортного травматизма.
Ежегодно Минпросвещение России разрабатывает дорожную карту, так называемый план мероприятий, по выполнению мероприятий федерального проекта безопасности дорожного движения и доводит до органов управления образованием на региональном уровне. В свою очередь, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми как орган управления по субъекту Республики Коми, организационные документы доводятся до муниципальных органов управления образования и до государственных учреждений, которые нам подведомственные функции и полномочия учредителей, которых осуществляет министерство. В свою очередь, органы управления образованием на муниципальном уровне организуют выполнение организационных указаний Минпросвещения России. Образовательные организации в соответствии с федеральным законом об образовании организуют выполнение мероприятий по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. В образовательных организациях Республики Коми для детей и подростков проводятся различные профилактические мероприятия, акции, уроки безопасности в рамках выполнения законодательства совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения и другими социальными партнерами. Однако стоит отметить, что воспитать грамотных пешеходов, велосипедистов и пассажиров, обучить детей правилам дорожного движения невозможно без грамотного участия педагогических работников и родителей, ведь именно они являются для ребенка эталоном поведения. Как показывает практика, несоблюдение правил дорожного движения, а также их недисциплинированность при перевозке детей становится причиной детского травматизма на дороге. Именно от родителей и педагогов зависит, как несовершеннолетние в дальнейшем будут вести себя на дороге. Педагогическая поддержка в этом направлении актуальна и жизненно важна. Многие школьники и подростки инфантильны в восприятии окружающей действительности, равнодушно относятся к чужому горю и объясняют свое поведение незнанием законов своей страны. Хорошую практику развития детей по вопросам безопасности дорожного движения показала организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения. В целях совершенствования профилактики и детско-дорожно-транспортного травматизма образовательным организациям необходимо развивать детское движение «Юный инспектор движения». Правовая основа создания отряда ЮИД определена федеральными законами. Это 273. Можем вернуться на второй слайд. Еще. Вот, об образовании и 196 федеральный закон о безопасности дорожного движения. Согласно статье 8 196 ФЗ, общественные объединения, созданные для защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в дорожном движении, в целях объединения коллективных усилий членов этих организаций для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в соответствии с их уставами, имеют право в установленном законном порядке, кроме прочих, проводить мероприятия по профилактике аварийности. Необходимость развития отряда юных инспекторов движения Республики Коми обусловлена реализацией федерального проекта «Безопасность дорожного движения», регионального проекта «Безопасность дорожного движения», а также комплексом дополнительных мероприятий, направленных на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий Республики Коми на 2021-2023 год. Этот комплексный план был утвержден в апреле этого года в связи с тем, что в прошлом году у нас был рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом, наверное, уже ГИБДД рассмотрит. Вот в этом плане, он утвержден главой Республики Коми, есть такое мероприятие для органов местного самоуправления, что не менее 2 отрядов ЮИД уже в этом году должно быть создано. Если есть тут у представителей Усть-Илимского района, там у них только кружковая работа, в этом плане надо немножко организовать. Все, я доклад закончил. Спасибо большое, Андрей Михайлович, за выступление. Итак, уважаемые коллеги, может быть, у вас есть вопросы к Андрею Михайловичу?
Мгм. Напоминаю, что у вас есть возможность написать вопрос в чате. Ну что, а мы продолжаем. Теперь переходим к состоянию аварийности с участием детей, и оно на сегодняшний день остается острой проблемой для нашей страны. 500 детей сообщил. К сожалению, в текущем году показатели смертности скрываются реальные детские жизни. Ну, увидим. Технические неполадки, а мы продолжаем. К сожалению, в текущем году показатели смертности детской у нас выше прошлого года на 3%. Это много. За этой статистикой скрываются реальные детские жизни. 500 погибших за последние 10 месяцев. Цифры страшные. И такие показатели держатся второй год подряд. Но 10 лет назад таких происшествий было в 3 раза больше. Каждый год фиксировали по 1500 погибших в ДТП детей. 60% погибших детей — это дети-пассажиры, те дети, за жизнь которых отвечают взрослые. Детское тело не выдерживает тех тормозных и динамических нагрузок, которые выдерживает взрослое, поэтому перевозка ребенка — это особый вариант, отмечает Панарьин. 37% погибших в ДТП детей — пешеходы. Чаще всего это происходит после того, как водитель сел пьяным за руль, не справился с управлением или отвлекся. Относительно новый, но не менее опасный вид ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности. В авариях с электросамокатами, сегвеями, гидроскутерами за этот год уже погибли 10 человек, пострадали более 400. Часть из них — дети. Правила передвижения на таком транспорте сейчас фактически не регламентируются, но ожидается, что уже в ближайшее время их статус будет определен. Прошу в диалог вступить Марию Николаевну Полякову, инспектора отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по МВД в Республике Коми. Но прежде чем приступить к своему выступлению, Мария Николаевна, прошу осветить нам состояние детского дорожно-транспортного травматизма в нашей республике и кто, как правило, виноват в этом, сами дети или взрослые. Здравствуйте. Безопасность дорожного движения – один из основных аспектов сохранения жизни и здоровья граждан в современном обществе. Ребенок с раннего детства является участником дорожного движения. Даже самое первое путешествие из роддома домой, даже самое первое путешествие ребенок производит на руках у мамы, садясь в автомобиль, и уже становится участником дорожного движения. И даже в самой первой поездке, к сожалению, иногда случаются трагические события, потому что к ней готовятся неосновательно. Именно поэтому стоит говорить о том, что привитие как детям, так и родителям нормы правил безопасного поведения на дороге является одним из гарантов сохранения жизни и здоровья наших детей. Говоря о статистике дорожных происшествий на территории Республики Коми, стоит отметить, что за последние 5 лет
За последние 5 лет на дорогах Республики Коми с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 736 дорожных аварий, в которых 21 ребенок погиб и 820 получили травмы различной степени тяжести. Около 75% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых участников дорожного движения. В половине случаев пострадавшими становятся дети-пассажиры. На сегодняшний день, за последние 5 лет, 57%, это 12 погибших детей, пострадали в дорожных авариях в качестве пассажиров. Основной причиной гибели детей в дорожных авариях является не использование водителями детских удерживающих устройств, ремней безопасности, а также совершение опасных маневров, таких как обгон, выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости. Текущий год не стал исключением. Так, 26 мая около 20 часов 30 минут в Книжпогорском районе при опрокидывании автомашины ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель, погибла 14-летняя девочка. Также травмы получили 2 пассажира, в том числе 15-летняя девушка-подросток. Стоит отметить, что в момент аварии оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности. Как поясняет 15-летняя девушка, с молодыми людьми они отправились на поляну невест, где молодые люди распивали спиртные напитки, после чего водитель, стаж вождения которого меньше полугода, решил продемонстрировать, насколько его автомашина быстро разгоняется. Со слов девушки, разогнаться ему получилось до 190 км в час. На повороте он не справился с управлением, выехал в кювет, машина несколько раз опрокинулась. И девушка, сидевшая на переднем сиденье, из машины вылетела и погибла на месте ДТП. Ситуация с детской аварийностью на дорогах региона остается непростой. Так, за 10 месяцев текущего года с участием несовершеннолетних произошло 96 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 104 получили травмы различной степени тяжести. Так, 37 ДТП произошло с участием детей-пешеходов. И стоит отметить, что 60%, то есть большая половина этих детей, получили травмы на пешеходных переходах. Что это значит? Это значит, наши дети готовы и знают, что дорогу нужно переходить в установленном месте. Но по какой-то причине, какой-то фрагмент этой безопасности почему-то выпадает. Все ДТП, которые происходят на пешеходных переходах, происходят априори по вине водителей транспортных средств. Тем не менее, чего-то мы с вами детям не говорим. Как переходить дорогу? Выходя на беседы в образовательной организации и спрашивая у детей любого возраста и любого класса, как мы переходим дорогу, все хором отвечают: на пешеходном переходе. Что мы делаем? Смотрим по сторонам, что мы видим? Ничего. И мы идем. И чаще всего так и происходит. Дети думают, что на пешеходном переходе безопасно, и, выходя на него, опасности со стороны транспортных средств не чувствуют. Каждый 4-й ребенок, это 25 детей из 105 пострадавших, получают травмы различной степени тяжести по собственной неосторожности. Основные причины таких ДТП – это переход проезжей части вне пешеходного перехода, выход на проезжую часть из-за препятствий или перед близко идущим транспортным средством, а также нарушение ПДД водителями велосипедов и транспортных средств. Так, с начала года нами было зафиксировано 24 ДТП с участием детей-водителей. К этой категории мы относим детей, которые управляли велосипедами, скутерами, мопедами и автомашинами. Уточняю, что возраст детей до 16 лет. То есть управлять мопедами, мотоциклами и в том числе автомашинами дети в этом возрасте не имеют права. Все аварии, многие аварии из них происходят по молчаливому разрешению родителей. Можно, пожалуйста, видео включить?
Так, 7 мая текущего года около 12 часов 10 минут водитель автомашины Volkswagen, двигаясь по улице Красная Гора до города Сыктывкара, в направлении улицы Заводской, совершил наезд на самодельное транспортное средство. Вы его видите на экране. Им управляет молодой человек 2006 года рождения. Мальчик выехал покататься, мама знала, что он на самоходной машине, выезжает на дороге общего пользования, едет там по своим делам. При этом ребенок не владеет правилами дорожного движения, не знает, что хождение подобных транспортных средств на дорогах общего пользования запрещено. И, к сожалению, попадает в аварию также по собственной неосторожности. Машина не оснащена зеркалами заднего вида, он не видит, что происходит за ним, и в один момент начинает совершать поворот налево, на него совершает наезд данный автомобиль. Сейчас мы это увидим. Водитель решает его обогнать. Ребенок уходит прямо под колеса Volkswagen Touareg. Это большой внедорожник. 15 августа текущего года в 14:55 водитель, мальчик 2011 года рождения, управляя мопедом Альфа, двигаясь по автодороге села Носим, это Усть-Куломский район, совершил столкновение с велосипедистом, мальчиком 2012 года рождения, который выехал на середину проезжей части из-за стоящей легковой автомашины. Как пояснил водитель мопеда, мальчик 2011 года рождения, что мама его отправила за солью в магазин. Мама знала, что есть мопед. На этом мопеде с разрешения мамы ребенок по селу передвигается. Еще более ужасный случай случился в Ижме, когда в городе Инта, обманываю, когда школьники 2 класса во дворе катались на мопеде. Мопед купила мама и наблюдала за движением своего ребенка на данном мопеде с окна 3-го этажа. Ребенок не справился с управлением и въехал в стену дома. Оба ребенка получили травмы. На этом я хотела бы переключиться на тему ЮИД. Наша тема звучит «Организация сотрудничества отрядов ЮИД и госавтоинспекции». Но я бы хотела рассказать перспективу данного сотрудничества, потому что все те мероприятия, которые проводятся госавтоинспекторами в городах и районах совместно с отрядами ЮИД, совместно с педагогами, за что вам огромное спасибо, вы все знаете. Отряды юных инспекторов движения – это творческие объединения школьников, которые помогают… Так, это я забыла перейти. Коломский район. Творческое объединение школьников, которые помогают в школе, в организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, где главной целью является формирование у обучающихся активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах. Практика показывает, что детей привлекают получение знаний в области, дающей массу возможностей и успешное будущее. Очень долгое время движение ЮИД отчасти позиционировалось как участие в таких конкурсах, как «Безопасное колесо республики», «Безопасное колесо России», возможность выехать на форум ЮИД и так далее. Времена меняются, меняются наши дети, меняются запросы, в том числе и детские. Поэтому мы говорим о том, сейчас мы говорим о том, что знания, которые получают дети, находясь и обучаясь в отрядах юных инспекторов движения, это знания перспективные, которые детям могут и должны помогать в той жизни, которая есть сейчас и которую, возможно, они планируют построить в будущем. Как уменьшить риск травм и повысить безопасность детей на дороге? Как лучше вести беседу с детьми по безопасности дорожного движения? Какие навыки могут помочь избежать дорожных ловушек? На все эти и многие другие вопросы дети учатся находить ответы, в том числе в проектной деятельности.
Мы проводили с коллегами эксперимент на 2 классах одной из столичных школ. В один класс мы зашли с беседой. Беседа строилась в виде монолога, когда инспектор рассказывал о правилах дорожного движения, переходе проезжей части, правилах поведения в автомобиле и так далее. Наверное, все вы понимаете, что отклика большого от детей мы не увидели. Второй класс мы разбили класс на 4 группы и предложили рассказать им о правилах перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. На что дети сказали, что, конечно, мы все знаем. Тогда было задание немножко усложнено. Каждая группа должна была выявить опасные моменты, исходя из времени года. То есть зима, осень, лето и весна. И тут, к удивлению детей, нам в том числе, работа превратилась в проектную, когда дети начали искать и фотографии, и обсуждать, какие же варианты на одном и том же пешеходном переходе могут поменяться и повлиять в том числе на безопасность. Таким образом, юидовское движение дает детям разноплановые знания, которые, без сомнения, должны пригодиться в обычной жизни, а также учат быть целеустремленными и организованными. Знания, полученные в ЮИД, могут стать в том числе основой будущей профессии. Полученные знания в рамках участия детей в отрядах ЮИД по обеспечению безопасности дорожного движения можно применить в таких сферах, как проектирование и строительство дорожной инфраструктуры, журналистика, медицина, педагогика. Отмечу, что раньше долгое время ЮИД считались юными помощниками ГАИ. Эта формулировка была еще в 80-е, начало 90-х годов. Единственной перспективой возможного развития детей, обучающихся в таких отрядах, была именно правоохранительная направленность. На самом деле мир изменился, изменились дети, изменились потребности, и знаниевый уровень каждой из профессий теперь иной. И даже когда мы строим определенные занятия с педагогами, с школьниками, выходим на телепрограммы, мы приглашаем специалистов смежных отраслей для того, чтобы проблему посмотреть с разных сторон. И наши дети к этому уже тоже готовы, чтобы не смотреть на тот же пешеходный переход только с точки зрения правил дорожного движения. Потому что, к сожалению, в них написано далеко не все. Современные дети с раннего детства погружены в информационный поток и не представляют свою жизнь без гаджетов. Большую часть актуальных сведений молодое поколение через интернет, это ни для кого не секрет. Поэтому в связи с этим актуальное создание специальных площадок, где будут обсуждаться важнейшие аспекты современной жизни человека. Одной из таких площадок является создание и работа детских пресс-центров. Пресс-центры были впервые открыты в России в 2018 году. В открытии принимали участие газета «Добрая дорога детства». Участвуя в работе детского пресс-центра, юные инспектора движения имеют возможность рассказать о своей работе максимальному количеству детей и взрослых, познакомиться с профессией журналиста, расширить свой кругозор и реализовать творческие способности. На сегодняшний день пресс-центра официально открытого в Республике Коми нет. Но это не значит, что работа в этом направлении вашими отрядами вестись не должна. Очень большое количество материалов, лично я встречаю в интернете, это ролики, которые снимают отряды ЮИД, это социальная реклама, это баннеры, это различные акции, которые интересно, здорово сфотографированы и качественно оформлены. И все это могут уже делать наши дети. И это абсолютно другой качественный подход к изучению правил дорожного движения и к их пропаганде. Главная цель объединения — формирование социальной активности школьников через творческое отношение к делу, деятельное отношение к жизни, осознание важности соблюдения и трансляции правильной модели поведения на дорогах к юных пешеходов, так и всех остальных участников дорожного движения. Юные корреспонденты помогают инспекторам госавтоинспекции в проведении профилактических акций, берут интервью у интересных с их точки зрения людей, имеющих отношение к безопасности дорожного движения, пишут статьи.
Ребята занимаются в том числе деятельностью волонтерской, если ее так можно назвать, когда они помогают младшим школьникам, либо контролируют в какой-либо степени их деятельность, выходят вместе с родительским патрулем в рейды перед образовательными организациями. И это не просто делается, это транслируется в массы, для того, чтобы об этой деятельности их узнали не только те люди, которые проходили в момент акции мимо, но и те, кто учится в школе, живут в их районе, либо в поселке, селе и городе. Из чего складывается работа пресс-центра? Детский пресс-центр ЮИД – это площадка для общения юидовцев и педагогов, детей и взрослых, где проводятся и пресс-конференции, и брифинги, и круглые столы. То есть здесь нет ограничений в выборе и форме работы. Сюда также могут и должны приглашаться сотрудники госавтоинспекции, как на городском, возможно, так и на республиканском уровне. Дети готовят репортажи и пишут самостоятельно статьи для того, чтобы рассказать сверстникам о правилах дорожного движения только им понятным языком. Снимают, как я уже сказала, короткие видеообращения, ведут блоги и чаты, разрабатывают баннеры и социальную рекламу и доносят до всех правил дорожного движения, что соблюдать правила дорожного движения необходимо. Работа в данном направлении – это возможность попробовать свои силы и, возможно, выбрать будущую профессию, где каждый юнкор может найти интересное увлечение. Если у ребенка не получается писать статьи, возможно, он будущий фотограф. Сейчас очень популярно у детей снимать и фотографировать все, что в их жизни происходит. И это неплохая площадка для того, чтобы свои желания и возможности оценить и попробовать. Ребята точно знают, которые уже работают там, как интересно бывает, как сложно написать ту или иную статью, на что обратить внимание. И в этом плане им помогают педагоги. И это, опять же, новая деятельность, которая, возможно, подтягивает такие знания, как русский язык, литература, умение читать и слушать и так далее. Любая статья будет неполной, если ее не сопровождать фотографией. Как выбрать ракурс, поймать интересный кадр. Это еще одна интересная часть работы юнкоров. Причем большое количество подобных мастер-классов бесплатных сейчас есть в сети. И замечательно, если педагог отряда ЮИД ищет их, предлагает и видит продукты деятельности своих детей. Есть замечательные строчки стихотворения Владимира Маяковского «Светить всегда, светить везде, до дней последних до конца», которое как нельзя лучше подходит юным корреспондентам, юным инспекторам движения, которые посвящают свою деятельность пропаганде культуры безопасного поведения на дороге. И в завершении своего выступления хотелось бы напомнить о том, что сейчас, с 28 по 30 ноября, проходит Всероссийский форум ЮИД. Это ежегодное мероприятие федерального уровня. В этом году в связи с ковидными ограничениями он проходит в онлайн-формате. И есть возможность интерактивного участия. Информация об этом была передана в Управление образования. На нашей страничке ВКонтакте Управления ГИБДД баннер о прохождении форума ЮИД висит еще с прошлой недели, где есть ссылка на регистрацию. Регистрация причем очень легкая, там нужно было только ввести электронную почту. И что удобно, помимо онлайн-трансляции, форум ЮИД имеет записи на Яндекс.Диск, ссылочка у меня внизу на слайде есть. Можно посмотреть все те мастер-классы, круглые столы, обсуждения. Мастер-классы причем проходят по таким темам, как промышленный дизайн, ПДД в профессии, быть лучше всех, транспортное моделирование, урбанистика, первая помощь и так далее. Также там представлена большая коллекция школы ЮИД. Это видео, которое снимали юные инспектора движения, посвященным основным и главным проблемам соблюдения правил дорожного движения. Поэтому, если не получилось зарегистрироваться, запись эфиров будет выложена. Возможно, те, у кого зарегистрироваться получилось, поделятся теми видео, которые сохранены на Яндекс.Диск по каждому дню прохождения данного форума.
Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, я с радостью на них отвечу. Спасибо, Мария Николаевна, за ваше выступление. Ну что, а сейчас давайте мы послушаем, как же у нас в образовательных организациях организована данная работа. И сейчас мы послушаем Михаила Владимировича Найден, старшего вожатого школы номер 21 города Сыктывкара. Еще раз добрый день, Михаил Владимирович. Всем добрый день. Слышно меня, видно? Очень хорошо видно и очень хорошо слышно. Все отлично. А скажите, пожалуйста, запустите мою презентацию, либо мне запустить нужно? Запустите, пожалуйста. Так, подождите тогда, пожалуйста, немножко. А есть ли у меня права доступ на трансляцию презентации? Сейчас, секундочку. Сейчас посмотрим. Попробуйте сейчас. Попробуйте, пожалуйста, сейчас. Презентация, добавить презентацию. Презентация. Да, Добавить презентацию. Вижу, но у меня не нажимает. Не нажимает. Ага. Как называется ваша презентация? У меня найден МВ. У нас ее, к сожалению, нет. Александр Михайлович, как? Угу. Так, попробуем сейчас устранить данную проблему, а пока я передаю слово Татьяне Сергеевне Малой, старшей вожатой школы номер 35 города Сыктывкара. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз разрешите представиться. Меня зовут Малова Татьяна Сергеевна. Я являюсь старшей вожатой школы номер 35 города Сыктывкара и также являюсь руководителем отряда ЮИТ школы номер 35. Сегодня я хочу с вами поделиться своими методическими разработками, которые имеются в стенах нашей школы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Следующий слайд. Хочу немного рассказать о нашей школе. Совсем недавно, а именно 31 октября, нашей школе исполнилось 55 лет. Мы отметили такой небольшой юбилей. Наша школа является школой с углубленным изучением отдельных предметов, а именно русского языка и литературы. В школе на сегодняшний день обучается 1456 учащихся. Так как школа работает в 2 смены, то большое внимание педагогами нашей школы уделяется профилактике дорожно-транспортного травматизма. Следующий слайд, пожалуйста. В 2012 году был организован в стенах нашей школы отряд юных инспекторов дорожного движения под таким веселым названием «Веселый светофорчик». А с 2016 года я являюсь руководителем данного отряда. Как сказала Мария Николаевна, отряд ЮИТ – это такой творческий коллектив, который помогает педагогам проводить профилактические мероприятия по профилактике безопасного поведения на дорогах. В этом учебном году мой отряд состоит из 15 учащихся 4 классов. В начале учебного года мы с ребятами составили план, и в течение учебного года мы этот план реализуем. Конечно же, в наш план вошли наши традиционные мероприятия, такие как мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, игра по станциям, школа безопасности и также профилактические акции, которые мы проводим с ребятами на улице, в микрорайоне нашей школы. Ребятам на первом занятии у нас выбрали капитана и заместителя капитана. И я предлагаю познакомиться с лидерами нашего отряда ЮИТ и прошу включить видеоролик, который мы готовили в прошлом учебном году, на визитную карточку на городской конкурс «Безопасное колесо». Вот другой. Да. Я
ты, он, она. Нас, юидовцев, страна, вместе дружная семья, в слове ты 100 тысяч я. Большеглазых, озорных, светлых, темных, племенных, выглядим по моде, по дорогам ходим. Племенных, выглядим по моде, по дорогам ходим. На ровном небе на ровном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. На ровном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Пешеходы есть, но и водители. По дорогам движутся стремительно. И вот эта служба не зря создана. Ленивые для помощники. Мы растем и получаем знания. Во всем. Ленивые для помощники. Мы растем и получаем знания. Во всего не делаем признания. Мир удивительный ПДД. Днем пропаганду идем. Ну а мы ночью все спим. И ВДД наш спокойствие бережет. Инспектор, вас поздравляем. И всем вам желаем. Мы добрый народ. Инспектор, вас поздравляем. И всем вам желаем. Мы добрый дорогу. Мы очень рады, что есть на планете профессия эта. Уж множество лет мы отмечаем, что есть на планете профессия эта. Уж множество лет мы отмечаем. Вам счастья желаем и новых побед. Мы очень верим, придет это время, уйдут все проблемы. Мы тоже хотели для вас это время, это время, уйдут все проблемы. Мы тоже хотели для вас это время придет. Для вас это время придет. Время придет. Время придет. Время придет. Помни, на дорогах опасностей так много. Помни, на дорогах тысячи машин. Помни, перекрестков много на дорогах. Помни и все правила учи. Мы вместе за безопасность на дорогах. Спасибо. Вот такие вот юные инспектора дорожного движения в этом году работают тесно со мной. Можно следующий слайд? Для качественной работы с детьми мною была разработана дополнительная общеобразовательная программа, дополнительная общеразвивающая программа, которая называется «Юные инспектора дорожного движения». Данная программа направлена на формирование у школьников культуры безопасного поведения. Программа рассчитана на проведение занятий 1 раз в неделю, и также программа рассчитана на 32 часа. Следующий слайд. Наши родители тоже не остаются в стороне и активно помогают юным юидовцам в профилактике дорожно-транспортных происшествий. Так же, как и отряд ЮИД, родительский патруль ведет патрулирование в микрорайоне нашей школы. Группой активных родителей создана анкета, с которой они выходят на улицу и проводят анкетирование среди родителей, которые проходят мимо нашей школы. Включены такие вопросы в анкету, как вы считаете, кто должен обучать детей правилам дорожного движения, семья или школа, либо семья и школа? Следующий вопрос. Допускаете ли вы нарушение правил дорожного движения при ребенке?
если у вашего ребенка на одежде световозвращающие элементы, и если на вашей одежде световозвращающие элементы. Также в данный момент идет представителями родительского патруля разработка информационных памяток, которые при патрулировании они смогли бы раздавать родителям. Памятки разрабатываются по таким актуальным темам, как световозвращающие элементы, удерживающие устройства в автомобиле и езда на велосипеде. И потом проходит анализ данных анкет, и уже данные вопросы рассматриваются при проведении родительских собраний. Безопасность детей на дорогах — это основная задача родителей и педагогов, ведь только совместная работа способна принести положительный результат, но и уменьшить травматизм на дорогах. Следующий слайд. Работа родительского патруля в нашей школе закреплена положением о родительском патруле в школе номер 35. В этом положении прописаны все направления, которыми занимается родительский патруль. Также нами разработан журнал регистрации инструктажей составом родительского патруля. Перед каждым рейдом с родителями проводится небольшой инструктаж и о правилах проведения рейдов. В этот журнал вносится отметка, в какой день был проведен рейд. Это очень удобно тем, что мы можем контролировать, кто из родителей у нас вышел в рейд и как часто у нас проходят такие родительские патрули. Следующий слайд. Особое внимание в школе уделяется пропаганде использования световозвращающих элементов на одежде школьников в осенне-зимний период, потому что учащиеся нашей школы, которые учатся во вторую смену, поздно возвращаются домой, 6-й урок второй смены у нас заканчивается в 18:05. Соответственно, это темное время суток, и поэтому с первоклассниками мы проводим вот такие мастер-классы. Когда я приступила на должность руководителя отряда ЮИД, со мной работали учащиеся 5-6 классов. И как раз-таки эти ребята предложили проведение серии мастер-классов для учащихся нашей школы. Мы это оформили в такую методическую разработку, и такое мероприятие у нас проходит для первых классов. Вместе с отрядом ЮИД мы выходим к первоклассникам. Сначала юидовцы проводят небольшую агитбригаду о правилах дорожного движения. Далее эстафету принимаю я. Я тоже рассказываю про световозвращающие элементы. И затем совместно с юидовцами первоклассники у нас проводят мастер-классы и изготавливают световозвращающие либо брелочки, либо наклеечки. И в конце мы с ребятами проводим такой волшебный опыт, как я им рассказываю. Мы выключаем свет в классе, закрываем шторы и с включенным фотовспышкой мы делаем фотографии у детей. Дети просто в восторге от того, что они изготовили. И я с гордостью могу сказать, что в этом учебном году 350 школьников города Сыктывкара имеют световозвращающие наклейки. И также хочется отметить, что мы активно принимаем участие в муниципальных конкурсах, проводимых госавтоинспекцией. И со старшими юидовцами, которые у нас уже являются выпускниками школы, но мы поддерживаем очень такие хорошие отношения, был сделан вывод о том, что вот как раз-таки на нашем мастер-классе не хватает какой-то наглядности, и поэтому в 2019-2020 учебном году старшими юидовцами, а также с активными родителями, которые входят в число родительского патруля, мы приняли участие в муниципальном конкурсе видеороликов, который называется «Не задумываясь о последствиях», и представили на конкурс работу «Свет безопасности», которую мы сейчас активно используем в нашей работе. И я хотела, чтобы вы посмотрели тоже эту работу.
Мама, я дома. Следующий слайд можно? Как мы отметили ранее, ЮИТ — это творческая группа детей, и наши юные помощники госавтоинспекции стараются проводить мероприятия по профилактике дорожных транспортных происшествий весело и познавательно. Поэтому было предложено провести такую игру по станциям, которая называется «Школа безопасности». Задания детьми были разработаны самостоятельно, и нами, педагогами, было оформлено все в методическую разработку. Данная игра у нас проводится традиционно, ежегодно для учащихся 5 классов. В игру по станциям «Школа безопасности» входят следующие станции: «Знания из прошлого». Там мы разговариваем с детьми об истории вообще создания правил дорожного движения и как появился автомобиль. «Школа дорожных знаков». Там мы собираем пазлы из дорожных знаков и потом соотносим с названием дорожного знака. «Школьная логика». На этой станции ребятам предлагается разобрать ситуативную задачу и как бы вы поступили правильно в этой ситуации. Школьная головоломка. Тут на этой станции ребята разгадывают кроссворд по правилам дорожного движения. И школьная мастерская. На эту станцию мы стараемся приглашать инспекторов дорожного движения. Для чего? Чтобы они еще раз напомнили ребятам правила дорожного движения и совместно изготовили световозвращающие брелочки либо наклейки.
В этом году, как вы видели, у нас юидовцы — это 4 класс. Эти ребята, четвероклассники, представители отряда ЮИД. Соответственно, я им буду помогать в этом. Будем проводить эту игру, и они будут уже организаторами станций нашей игры. Также хочется отметить, что в свою методическую копилку я пополнила интересным квестом по правилам дорожного движения, разработанным российским движением школьников. Летом этот квест мы провели на учащихся, которые посещали детский оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха. Этот квест состоит из ситуативных задач, которые в реальном времени могут встретиться нашим учащимся. Квест понравился детям, и мы будем его также проводить традиционно. И что очень здорово, что этот квест разработан на 3 возрастные категории. Можно следующий слайд? Хочется немного рассказать про то, что в нашей методической копилке есть информационные памятки, которые мы публикуем раз в 2 недели в нашей группе ВКонтакте. Также на каникулах нашими активными родителями из числа родительского патруля запускаются онлайн-викторины в Google форме. Соответственно, потом ответы анализируются, и также, если есть какие-то проблемы в знании правил дорожного движения, родители выносят на обсуждение. И чтобы детям было приятно, победители наших онлайн-викторин награждаются сертификатами победителей для того, чтобы дети пополнили свою копилку портфолио. Можно следующий слайд. В прошлом учебном году ребята из ЮИД создали дидактическое пособие «Лэкбук по правилам дорожного движения». Пособие, как вы видите на экране, представлено в формате А3. Это папка формата А3, обклеенная бумагой. На страницах папки представлены кармашки, в которых собрана информация по теме правила дорожного движения. Ребята на школьном методическом объединении классных руководителей выступили с этой методической разработкой, показали учителям начальных классов, и теперь наши учителя начальных классов активно используют этот вид деятельности, это как коллективное творческое дело. И когда учителя начальных классов проводят инструктажи по правилам дорожного движения, а это 1 раз в месяц, то из кармашка они достают какой-либо материал и закрепляют этот инструктаж, например, вот разгадыванием кроссворда. И я думаю, что эта методическая копилка стала хорошим пособием для закрепления как раз-таки знаний о правилах дорожного движения. Следующий слайд. Ну и у отряда ЮИД есть свое портфолио, в которое мы размещаем все грамоты, благодарности. На экране представлены, конечно же, не все грамоты, их очень-очень много. Дети с удовольствием у нас принимают участие во всех предлагаемых конкурсах, акциях, и я с радостью могу сказать, что наши дети зачастую занимают призовые места в этих мероприятиях. На этом я хочу завершить мое выступление. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Мария Николаевна. Ну что, Михаил Владимирович, мы загрузили вашу презентацию, готовы ее включить. Появитесь, пожалуйста, в нашем эфире. Мы вас видим. А слышите? И слышим, да, с 3-го раза нам все-таки удалось подключиться. Главное, что удалось. Всем добрый день, еще раз всех приветствую. Татьяна Сергеевна, у вас очень крутая методическая копилка. Я вам даже завидую. Нужно будет обязательно ее брать в себе в работу. Я тоже немножко поделюсь своим опытом организации деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в нашей 21-й школе. Давайте следующий слайд. Михаил Владимирович, мы только вас не видим. Мы вот так. слышим, но не видим. Да, сейчас видим. Все, отлично.
Юные инспектора дорожного движения в нашей 21-й школе реализуются в таких 3 направлениях. Мы реализуем программу внеурочной деятельности, где наши ребята проходят правила дорожного движения, основы безопасной жизнедеятельности. Программу мы реализуем для 1 класса и проводим 1 раз в неделю. Также есть у нас юные инспектора дорожного движения в начальной школе. То есть у нас таких 2 отряда. Это начальная школа и средняя школа. Если начальная школа, то там тоже, получается, они закрепляют пройденный материал, изучают больше правил дорожного движения, основы безопасности жизнедеятельности. Они уже участвуют у нас в акциях, помогают в проведении различных мероприятий по профилактике нарушений правил на дороге. И средняя школа – это юный инспектор дорожного движения. Они являются нашими уже организаторами мероприятий, организаторами проектов и различных акций, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Идем дальше. Немножко чуть подробнее расскажу о каждом направлении. Если программа внеурочной деятельности на что включает? Это образовательные, развивающие и воспитательные задачи, которые она реализует. Цель программы – сформировать у школьников устойчивые навыки безопасного поведения на улице и дорогах. Следующий слайд. Юный инспектор дорожного движения начальной школы. Чем они занимаются? Это, конечно же, участие активное в различных акциях. Для того, чтобы регулярно просматривать официальный сайт наших юных инспекторов дорожного движения, мы его просматриваем, видим там какие-то акции, которые появляются, конкурсы, обязательно в них принимаем участие. Смотрим также и другие наши сайты общественных организаций. Тут уже было сказано про российское движение школьников. Тут вы тоже можете заметить то, что появился у нашего движения квест, и мы его тоже реализовали, взяли себе в работу. Обязательно участвуем в конкурсе «Безопасное колесо». В этом году хотим сделать на него прям большой упор, чтобы побеждать, завоевывать призовые места. Вот чем у нас занимается, собственно, отряд юных инспекторов движения начальной школы. Идем дальше. Дети у нас растут. Они не хотят уходить из юных инспекторов дорожного движения. У нас еще есть такой второй отряд, получается, входит в один большой. Он состоит из учащихся средней школы. Они являются у нас такими большими помощниками, большими организаторами, которые создают мероприятия для обучающихся нашей школы и даже помогают в организации мероприятий муниципального уровня. Что мы делаем? Мы придумываем с ними различные активности, чтобы наших обучающихся вовлекать, чтобы они действительно понимали, что правила дорожного движения очень важно соблюдать. Идем дальше. Конечно же, мы взаимодействуем с сотрудниками ГИБДД. Это, я думаю, обязательная часть каждой школы, чтобы привлекать их к сотрудничеству, чтобы они приходили к нам, чтобы мы их приглашали, чтобы они проводили для нас профилактические беседы с учащимися. Так как когда человек у нас молодой видит человека в форме, до него даже лучше доходит, он больше взаимодействует с ним. И ребята вместе с инспекторами вспоминают правила дорожного движения, а также о пользе и важности тех же самых светоотражающих элементов. И совместно с ГИБДД мы часто участвуем в всероссийской акции, например, ко Дню памяти жертв ДТП. Идем дальше. Также в деятельности отряда активно нам помогают наши родители, наше родительское сообщество. Мы вместе раздаем светоотражающие элементы. Очень часто нам родители приносят купленные светоотражающие элементы. Спасибо им за это большое. Ведем работу по соблюдению обучающимся элементарных правил, которым должен придерживаться у нас молодой человек на дороге. И вместе с ребятами мы даже разработали, вы видите, может быть, на 4-й картинке таблицу нарушений, где мы можем отметить, какое правило элементарное нарушил наш ученик, спросить ему, обязательно предупредить, что он нарушил его, записать его в таблицу и потом переговорить с классным руководителем, что вот у вас есть такие ученики, которые могут нарушить правила дорожного движения, либо мы сами с ним проводим беседу. Но обязательно наши классные руководители тоже, они включаются в нашу работу, и мы просим их периодически проводить такие беседы, чтобы наши ученики соблюдали правила дорожного движения. Это наши родители, которые вот совместно с нашими детьми даже патрулируют наши, получается, пешеходы. Идем дальше.
Мы активно ведем нашу социальную сеть, именно группу «Школа номер 21». И обязательно там публикуем все мероприятия, которые проводятся у нас юными инспекторами дорожного движения. Это различные конкурсы, акции и так далее, чтобы не только, получается, юные инспектора дорожного движения участвовали в этих конкурсах тех же самых, но и другие дети, обучающиеся, которые увидели, о, классный конкурс, крутой, почему бы в нем не принять участие, еще за это и получить грамоту или, может быть, какой-то приз. Также они обучаются этому, мы обязательно об этом рекламируем, чтобы наши остальные обучающиеся знали об этих акциях и тоже принимали в них участие. Обязательно наши новости мы публикуем. Даже социальная сеть ВКонтакте стала таким нашим проводником распространения информации о мероприятиях, проводимыми как нами, так и другими сообществами. У меня на этом все. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, то обязательно задавайте, ответим. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, сейчас у вас есть возможность написать вопросы, задать вопросы нашим экспертам. Как мы видим из выступлений наших экспертов, педагогический коллектив свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми правил дорожного движения, их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, его защита и развитие. И здесь необходимо ответить, что каждый делает свое дело. Школа обучает детей безопасному поведению на дорогах, ГИБДД контролирует организацию обучения детей, выявляет условия и причины детского дорожно-транспортного травматизма, разрабатывает и принимает конкретные меры по их устранению, создает дорожные условия, обеспечивающие безопасность детей. Поэтому учитель является главным образом носителем теоретических знаний в сфере безопасности дорожного движения, а сотрудник — носителем практических умений. И здесь необходимо умение взаимодействовать, дополняя друг друга, потому что цель и у тех, и у других одна — обеспечить безопасность детей на дорогах. Уважаемые коллеги, Дмитрий Валерьевич, включите нашу презентацию. Макет. И второй слайд. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что Коми Республиканским институтом развития образования совместно с управлением ГИБДД МВД по Республике Коми в 2019 году были разработаны методические рекомендации организации работы отряда юных инспекторов движения в Республике Коми. В них дается краткое описание особенностей организации и реализация типового плана работы отрядов юных инспекторов дорожного движения. А также здесь рассмотрено нормативно-правовое регулирование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Издание предназначено для оказания методической помощи в условиях реализации типового плана работы ЮИД. Методические рекомендации адресованы руководителям образовательных организаций, заместителям, методистам, воспитателям и ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также руководителям отрядов ЮИД. Значит, я вам напоминаю, что по окончанию нашего семинара все материалы, которые были сегодня представлены на данном семинаре, появятся в доступе, то есть вы можете спокойно их скачать и использовать в своей работе. Ну что, уважаемые коллеги, да, сертификат будет за данный семинар. Есть ли еще вопросы? Ну что, наш семинар приблизился к своему завершению. Ну а я хочу поблагодарить за выступление наших экспертов, дорогих. Конечно же, вас, дорогие уважаемые коллеги, за то, что нашли время и приняли участие в нашем семинаре. Ну а сейчас мы с вами встретимся уже 9 декабря в 16 часов. Тема следующего семинара — профилактика и противодействие распространения идей экстремизма среди несовершеннолетних и в молодежной среде. До свидания, до встречи, берегите себя и своих близких.